Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшевшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. В Сухумском районе продолжается восстановление дорог, пострадавших от стихийных бедствий. Состоялась встреча министра туризма Теймура Захишпа с руководителем проекта «Вятский посад» Геннадием Цурковым. По приглашению Торгово-промышленной палаты Абхазии в республику приехали члены Российской ассоциации экспертов рынка ритейла. В эти дни 31 год назад бойцы абхазской армии развивали успешное наступление. 19 сентября в селе Чадара противник был выбит из здания, в котором перед войной располагался отдельный полк внутренних войск Абхазии. Тем временем на заседании Объединенной комиссии в Сочи стороны пришли к решению о немедленном прекращении огня, безоговорочном разоружении и полном выводе с территории Абхазии всех подразделений вооруженных сил Грузии, о вводе в зону конфликта российских миротворческих сил и возвращении в Сухум конституционных структур власти. До Дня Победы оставалось 11 дней. В отношениях между Абхазией и Россией нет никакого кризиса, да и не может быть, отметил в интервью абхазскому телевидению президент Абхазии Аслан Бжаня. Согласно существующим договоренностям, есть определенные обязательства сторон, которые необходимо исполнять, подчеркнул президент. Сейчас мы начали строить детскую больницу. Нам она нужна? Конечно, нужна. Детская больница в Сухуми будет лечить детей Абхазии. Из Москвы сюда никто не будет приезжать лечиться. Детская больница наверняка такая же нужна в любом районном центре, в любом городе России. Это то, что они отрывают от себя и дают нам, потому что они нас считают своими родными и близкими. Такой вектор задал руководство России. Так видит Абхазию Владимир Путин и его команда. А мы тут, наши отдельные товарищи, хотят всю эту картину поменять. Я вам рекомендую прочитать интервью внимательно, которое давал Сергей Васильевич Багапш 25 июня 2009 года в газете «Коммерсант». Вот те проблемы, которые мы сейчас с вами обсуждаем, те проблемы существовали и тогда. И Сергей Васильевич говорил примерно то же самое, что сейчас говорю я. Об инвестициях, о том, что российским инвестициям нет альтернативы, что они нам нужны. Разве это не очевидно? А у государств, подписавших определенные межгосударственные договоры, из них проистекают обязательства сторон. И эти обязательства прописаны в этом договоре, который как раз-таки был подписан 10 лет тому назад. Одним из лидеров действующей оппозиции, тогда он был президентом. Правильно он сделал, что он его подписал. Плохо то, что сейчас это все критикуется. Вы назовите хотя бы один пример со стороны путинской России, когда они себя вели нечестно по отношению к нам. И я пытаюсь эти обязательства, которые были взяты, подчеркиваю, правильно взяты в 2014 году, их реализовать. Интервью президента Абхазии Аслана Бжаня смотрите в нашей программе сразу после выпуска новостей. Абхазия в поисках перспективы безопасного и стабильного развития. Под таким названием в инфоцентре президента прошел круглый стол с участием ученых, депутатов, СМИ и общественности. Мероприятие было организовано Центром социально-экономических исследований. Во встрече приняли участие руководитель администрации президента Бисалом Кварча, министр иностранных дел Сергей Шамба, глава Совбеза Рауль Лолова, чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин. Участники мероприятия обсудили внутренние и внешние угрозы Абхазии. Переустройство мировой системы всегда было сопряжено с потрясением всемирного масштаба. Именно в эту непростую эпоху довелось нам жить. Учитывая угрозы, стоящие перед нашей страной, главная задача, как это было и в прежние времена, остается решение безопасности. Союзнические отношения с Российской Федерацией дают нам реальные гарантии безопасности, и это открывает возможности для защиты нашей идентичности, этнической, языковой, культурной и религиозной самобытности, дает возможность для социально-экономического развития. Столкновение противоборствующих сил происходит в том числе и в нашем регионе, в непосредственной близости от нас.
Россия, Турция, Ближний Восток, Крым, Украина, Черное море, в котором стали появляться американские корабли и все чаще залетают самолеты с разведывательной целью. Все это важные элементы, создающие новую реальность в макрорегионе, частью которого мы являемся. Наглядным примером является декларация НАТО 2021 года. В ней было указано, что следует продвигать двусторонние, особенно военные отношения с Украиной и Грузией, вплоть до включения их в альянс. Также говорилось о том, что НАТО должна расширять свои присутствия на суше, море и воздухе в Черноморском регионе в целом. С этой целью и была предпринята попытка совершить очередной переворот в Грузии. Не исключено, что в случае резкого военного поражения Украины силы коллективного Запада будут пытаться втянуть Россию в какой-нибудь другой военно-политический конфликт. О попытках вынудить Грузию открыть второй фронт неоднократно говорили сами руководители Грузии. Несмотря на крах своих надежд военным путем присоединить Абхазию и Южную Осетию, Грузия продолжает оставаться основной угрозой для нашей страны. Политический кризис, который переживает Грузия, и ее экономические проблемы не должны нас успокаивать. Нынешнее руководство Грузии неоднократно заявляло об отказе применить силу против Абхазии и Южной Осетии. Вместе с тем, мы видим, что оппозиционные силы в Грузии продолжают представлять угрозу возобновления войны в случае прихода к власти. Учитывая все это, военный бюджет Республики Абхазия с 2020 года значительно увеличен. Предпринимаются усилия по укреплению нашей безопасности. В этой связи еще раз хочется подчеркнуть, что наша безопасность также гарантирована стратегическим союзом с Российской Федерацией. Тем не менее, своей внешней политической деятельностью мы должны проводить взвешенную дипломатическую активность, направленную на предотвращение военной угрозы и расширение круга стран, признающих нашу независимость. И в этой нашей дипломатической деятельности мы можем также опираться на договор между внешнеполитическими ведомствами Абхазии и России. Никакие тактические маневры не должны иметь места во взаимоотношениях наших стран. Расширенный репортаж с круглого стола смотрите в нашем эфире. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с председателем Госкомитета по делам молодежи и спорту Таращем Хагба, который рассказал о поездке делегации Абхазии в город Байконур Республики Казахстан. Таращ Хагба также проинформировал о проведении Сухум-марафона, который запланирован на 27 октября. Он отметил, что это будет масштабное событие, в котором примут участие около 1000 спортсменов из России. А с 22 сентября по 2 октября в Абхазии пройдет патриотический лагерь «Потомки героев». В нем примут участие внуки ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, в том числе и внуки добровольцев, а также дети из Курской области Российской Федерации. На встрече также обсудили и другие вопросы, касающиеся деятельности Госкомитета. В Сухумском районе продолжается восстановление дорог, пострадавших в результате стихийных бедствий. Работы ведутся в нескольких селах – Киласуры, Шера, Яштуха, Цзыкта, Гумыста и Псху. Шадина Ханагуа расскажет подробности. Дороги, свет, вода – главные составляющие комфорта сельских жителей. На улицах Вавилова, Подгорная и Зеленая села Дзукта Сухумского района из-за сошедших селевых потоков была повреждена дорога, а в Синопском ущелье был разрушен мост. Здесь проживает 150 семей. Они не могли проехать даже на внедорожнике. Продукты доставлялись через лес. Руководством страны и администрацией района было принято решение экстренно засыпать дорогу белым скальником, чтобы жители имели возможность выезжать на работу и за продуктами. Было принято решение администрацией Сухумского района и, конечно, нашим руководством Республики Абхазии экстренно засыпать, подсыпать все вот эти моменты, чтобы людям было комфортно ездить по нашей деревне. И начались работы, то есть по засыпке белого скальника. Это самое быстрое и качественное, то, что можно сделать. Асфальт мы, конечно, ждем, надеемся, что он у нас будет. Ну, после стихийного бедствия, примерно плюс-минус 3 километра было подсыпано. В прямом смысле там были такие завалы, что 3 дня тяжелая техника работала. Для устранения проблемы была привлечена спецтехника. Работы были завершены в течение 3 дней. У нас работало 5 единиц техники. Мы
наняли техники, трактора, БелАЗы, в общем-то, ну, большая техника, наши соседи с улицы Вавилова пришли на помощь, тоже большая техника, потому что тем же трактором JCB невозможно было это убрать, там огромные валуны, то есть была прибегнута, наняли гусеничная техника, которая, то есть, эти завалы раскрыла, и люди смогли попасть к себе домой. Местные жители отмечают, что в результате проделанных работ ситуация значительно улучшилась. Если раньше дорога до Сухума занимала более часа, то сейчас время значительно сократилось до 20 минут. Автобус автобус дает Данная дорога соединяет села Дзукта и Келасор. По словам главы села Дзукта Ваграма Казаряна, она была очень разбита, из-за чего 35-й автобус не имел возможность привозить и увозить людей в город. Общая протяженность дороги – 1,5 километра. Вся она была отремонтирована. Также предусмотрели ливневку. Мы сейчас находимся в село Дзыгута. Дальше идет село Келасор, то есть это у нас одна дорога, оттуда ездят дети в школы, люди живут. Тоже было принято решение администрации Сухумского района расчистить здесь, сделать очень углубленную ливневку, наняли тяжелую технику, чтобы лет 10 не было проблемой для данной дороги. Ливневка спасет дорогу, которая потрачена было много денег. Для сел с гористой местностью характерны селевые потоки. Заместитель главы Сухумского района отметил, что администрация также проводит ремонтные работы в горных селах, пострадавших от стихийных бедствий. В этом году планируются ремонты в селах Дзыкта, Келасур, Яштхуэ, Шера, Гумиста и Псху. Находимся в селе Дзыгута и Келасуре. Буквально в прошлом году были построены и отремонтированы дороги. И буквально через 2 недели опять та же самая история случилась. И дождь, селевой поток снес дороги. И пришлось ремонтировать наши дороги в селах Дзыгута. В данный момент идут ремонтные работы в селе Яштуха, Нижняя, Верхняя. Готовятся некоторые переулки в селе Гумиста. И самое главное, связывающее центр Абхазии, село Псхо, туда, чтобы доехать, основная дорога, одна дорога или на вертолете. Так что в данный момент идут ремонтные работы, восстановления тоже после селевого потока. На ремонт дорог администрации района было выделено 20,5 миллионов рублей. Руководство страны совместно с главами местных администраций продолжает проводить мероприятия по оперативному устранению последствий и предупреждению стихийных бедствий. Шазина Ханагу, Фатима Гергия, Сергей Каджаев, Абхазское телевидение. 19 сентября исполнилось 19 лет со дня подписания договора о дружбе и сотрудничестве между Абхазией и Южной Осетией. Договор зафиксировал исторические узы братства и дружбы между нашими народами и открыл новые возможности для развития сотрудничества. В то же время он подчеркнул исторически сложившиеся братские отношения между двумя странами, которые всегда готовы оказать друг другу помощь и поддержку, говорится в сообщении МИД Абхазии. Теймураз Хишба встретился с руководителем проекта «Вятский посад» Геннадием Цурковым. Обсудили возможность обучения выпускников Абхазии в сельскохозяйственной гимназии имени Столыпина. Насколько Абхазия обеспечена кадрами в сфере сельского хозяйства и существует ли дефицит кадров в этом направлении, выясняла Рада Чичава. Сельское хозяйство – одна из важнейших сфер экономики республики, для динамичного развития которой важны не только инвестиции, государственные субсидии, новые предприятия, но и кадры. Агроном – ключевой человек на сельскохозяйственном предприятии. Но хватает ли в Абхазии профильных специалистов? Это нам и предстоит выяснить. Возможность получать знания в сфере агрономии в стенах грандиозного заведения, специализирующегося на сельскохозяйственной отрасли, крайне важна для школьников страны. Ведь кадры в этой сфере нужны всегда.
Министр туризма Республики Таймураз Хижба в недавнем времени встретился с руководителем проекта «Вятский посад» Геннадием Цурковым. Стороны обсудили возможность предоставления мест для обучения абхазских детей в сельскохозяйственной гимназии имени Столыпина, являющейся первым в России учебным заведением подобного типа. Специалисты есть и аспиранты есть, которые закончили в том числе аспирантуру по сельскохозяйственным направлениям, но все равно агрономы именно специалисты, именно в производственных, на производственных объектах, конечно же, нужны. Профессия агронома – одна из древнейших в истории человечества и с ходом лет не теряет своей актуальности. Даже наоборот, потребность в специалистах сельскохозяйственной отрасли растет с каждым днем. Особенно в субтропическом климате, в котором возможно динамичное масштабное развитие агропромышленной сферы. Агроном в данном случае – один из важнейших специалистов. В правильное русло, главное, пустить надо сельское хозяйство. Разные культуры, которые нет в Российской Федерации, мы могли бы здесь вырасти, только надо расширяться. Тем более нужен агроном не просто диплом, а грамотный агроном. Он нужен везде, в любом селе. Профессия агронома – одна из стабильных на рынке труда, однако не пользуется большой популярностью. С дефицитом кадров в данной сфере в разные периоды истории сталкивались все страны, стремящиеся к развитию сельского хозяйства. Многим молодым людям дело агронома кажется непривлекательным. Виной тому множество факторов, в том числе и стереотипы о профессии. На сегодняшний день специалист в агрономии – это практически творец, первым узнающий об инновационных технических разработках, востребованный всегда и везде. В этом году на агроинженерный факультет было зачислено около 70 человек. В прошлом году где-то 60 человек. У нас в общем на агроинженерном факультете обучается около 300 студентов. Эти студенты обучаются в основном у нас на 4 профилях. Профессии очень, они в принципе востребованы для нашей Абхазии. И работа в этой сфере, она есть. Как отметили все наши спикеры, главное в работе агронома – практика. Порой нелегкая в тяжелых погодных условиях, но, конечно, крайне интересная. Студенты агроинженерного факультета АГУ часто выезжают, что называется, в поле. Мы всегда стараемся вообще показать, как эта работа вообще делается и как это все не с теоретической стороны, а вот именно с практической, как это все выглядит. То есть у нас бывают практические занятия, и мы выезжаем непосредственно в поля. В поля мы выезжаем в разные участки. В основном у нас практика проходит в ГНУ и в нашем сельском институте сельского хозяйства Академии наук Абхазии. Несмотря на то, что студентов детально обучают на практике, немногие предприятия готовы взять на работу выпускника. И все дело в недостатке опыта. Агроном – это непосредственно практика. Это надо поработать года 2 в этой сфере, чтобы набраться опытом, 2-3 – это как минимум. И потом дальше, и это работа та, которая очень хорошо оплачивается. Если человек при своем желании, если он захочет, у нас все открыты, у нас все покажут, все расскажут, мы непосредственно тоже показываем. Да, понятно, мы не можем целый год с человеком там работать, но это понятно. Но мы даем тот толчок и показываем, мы обозначаем перспективу, мы говорим, вот это так делается. Дальше, если человек захочет, он может непосредственно связаться. У нас люди, мы здесь чужих у нас нету, везде можно попасть, на практику походить полгода. Даже если ты на один сезон вегетационный попадешь, у тебя уже есть какой-то багаж, ты уже можешь взять определенную часть под свою ответственность. В Советском Союзе особое внимание уделялось развитию сельского хозяйства. В каждой администрации села обязательно был агроном. На данный момент эта практика не так распространена, хотя, возможно, была бы полезна. Любая работа, которая ведется в селе, закладка любой территории, участка, да, разного рода культур, она всегда велась под наблюдением специалиста. То есть для чего нам нужны специалисты? Сейчас, живя в такое время, когда у нас вредителей, болезней каждым годом больше и больше, препаратов очень много,
которые опасные, определенные классы опасности у них есть, опасные для человека, для окружающей среды. Всегда нужен специалист, чтобы этот весь процесс, начиная с закладки, ухода, полностью контролировался. Как отметил главный агроном Министерства сельского хозяйства Абхазии Тывас Ачба, министерство тесно сотрудничает с Абхазским государственным университетом и с районными сельхозуправлениями или отделами. В решении проблемы дефицита кадров, по словам Ачба, нужен системный подход. Там, соответственно, и мы направляем туда обучаться абитуриентов на обучение. И вот министр сельского хозяйства, он и является председателем государственного экзамена. То есть у нас, мы постоянно в контакте с агроинженерным факультетом, то есть сотрудничество есть. И, соответственно, если нам какая-то помощь от них требуется в плане, в том числе кадровой политики, мы, естественно, будем обращаться в первую очередь в университет, в институт сельского хозяйства. Глава администрации села Кутол Геннадий Цулай рассказал, что в самом селе агрономов нет, но есть жители, занимающиеся сельским хозяйством, годами восстанавливающие местные плантации. Они во многом помогают, как и районная администрация. К сожалению, у нас в селе еще нет штатов. Это после войны не было. Вот в советское время были колхозы, при них были штаты, люди там работали. И вот эти люди, они уже в возрасте, они нам по сей день подсказывают, что-то помогают, особенно людям, гражданам, которые пытаются что-то сделать в селе. И вот когда нам привозят какие-то лекарства, все обращаются к нам в село, а мы не знаем, что ответить, потому что мы не являемся специалистами. И вот мы обращаемся в отдел Ачимчирского района сельского хозяйства, и они нам подсказывают, помогают. В этом очень большая поддержка с их стороны. Геннадий Цулай также отметил, что несколько выходцев из села на данный момент поступили на агроинженерный факультет, и они однозначно не останутся без работы по возвращении в родной Кутол. Хотя на данный момент штата агронома в селе нет. Агроном – это такая профессия, которая повседневно встречается. Вот, куда бы ты ни вступил, куда бы шаг ни сделал, в каждое хозяйство зайди, везде нужны специалисты. Вот, например, у нас даже парковая зона, в которой в советское время высаживали всякие деревья, они тоже приходят в какой-то плачевный вид, потому что мы еще не знаем, как решить эту проблему. Единственная надежда на сотрудников из ВТИ, которые периодически иногда мы просим, приезжают там с Ачимчирского района, приезжают, смотрят, чем-то помогают. Резюмируя мнение всех спикеров и экспертов, можно сказать точно. Профессия агронома входит в список самых востребованных, но и самых дефицитных в республике. В то же время спрос на специалистов этого профиля огромен. Агрономы нужны и в селах, и при администрациях районов, и на крупных сельскохозяйственных предприятиях, и на небольших хозяйствах. Хорошо оплачиваемая перспективная профессия требует большого труда и получения опыта. Но конечный результат, безусловно, стоит затраченных усилий. Рада Чачава, Камила Джопуа, Нарсут Цулукия, Инал Квинджия, Абхазское телевидение. У жителя города Сухум изъято наркотическое средство в крупном размере. Далее оперативная съемка МВД. Сильнодействующий наркотик в крупном размере изъят у жителя столицы сотрудниками уголовного розыска ОВД по городу Сухум. Доча Батал Вадимович, 2003 года рождения, был задержан в ходе проведенных оперативно-профилактических мероприятий в городе Сухум. При личном досмотре у мужчины изъят сверток с наркотическим средством, как установлено экспертами, мефедрон. На момент задержания и сам подозреваемый пребывал под воздействием аналогичного наркотика, что установлено медиками наркологического диспансера. В отношении Батала Доча следственным отделом УВД по городу Сухум по части 2 статьи 223 Уголовного кодекса Республики Абхазия возбуждено уголовное дело. Последний санкционирован к содержанию под стражей.
Сухумское горсобрание внесло изменения в бюджет столицы за текущий год. За 8 месяцев в бюджет города поступило 569,7 миллиона рублей. По словам мэра Беслана Эшба, исполнение бюджета составило более 110%. За счет этого образовалась финансовая подушка в размере 75 миллионов рублей. Глава города предложил перевести эти средства на ремонтно-строительные работы, приобретение спецтехники для столичных служб и оказание финансовой помощи пострадавшим во время стихийных бедствий. Троллейбусная линия на улице Акиртава перенесена на улицу Ладария, организовав полноценное одностороннее движение по улице Акиртава. Такое решение принято депутатами Сухумского городского собрания. Район Турбазы – один из самых густонаселенных участков столицы. Кроме того, из-за интенсивного движения здесь часто образовывается пробка. Решение было принято в целях повышения безопасности и улучшения дорожного движения. Контактная электросеть городского электрического транспорта по улице Акиртава в направлении движения от улицы Джели до улицы Арзенба будет демонтирована. Дорожные знаки и разметка будут установлены в соответствии с решением администрации столицы. По приглашению Торгово-промышленной палаты Абхазии в нашу республику приехали члены Российской ассоциации экспертов рынка ритейла. В их числе бизнес-консультант, почетный член Ассоциации бизнес-тренеров России Сергей Илюха. Известный бизнес-консультант провел уникальный образовательный тренинг для абхазских предпринимателей. Встреча была однодневной и прошла в открытом формате на бесплатной основе. Лаура Капш расскажет подробности. В деловом мире компаниям необходимо быстро адаптироваться под рынок и его условия, а также совершенствоваться, чтобы оставаться конкурентоспособными. Бизнес-тренинги для сотрудников способны улучшить показатели и решить актуальные бизнес-задачи компаний. По приглашению Торгово-промышленной палаты нашей страны в Абхазию приехал известный бизнес-консультант, эксперт в области торговли и коммерческих переговоров Сергей Илюха. У него за плечами огромный опыт в данной сфере, ведь за 10 лет у Сергея прошли обучение и воспользовались консалтинговыми услугами более 150 ритейлеров и производителей в 7 странах. По большому счету тема тренинга – это как абхазские товары вывести на российский рынок. Соответственно, здесь есть несколько этапов. Понимание технологий сети, презентация своих товаров и проведение переговоров. Все эти темы мы затронем сегодня. Главное преимущество моего метода, скажем так, что я обучаю и торговые сети, и производителей. Соответственно, я в обоих случаях знаю, о чем говорю. Я долго работал в сети. Ведение бизнеса в современных условиях, как освоить технику успешных коммерческих переговоров, установить практичные отношения с розничными сетями. Все это и многое другое Сергей Илюха детально разобрал в данном тренинге. Самые незащищенные слои, скажем так, населения, бизнес-населения – это поставщики. Потому что они производят хороший товар, а вот когда начинается реализация, здесь выясняется, что нужны дополнительные навыки, которых у производителей иногда нет. Поэтому первая была книга для поставщиков успешных в торговую сеть, вторая для категорийных менеджеров, арифметика категорийного менеджмента, а третья вообще для переговоров. Стоит отметить, что Торгово-промышленная палата, прежде чем приглашать членов Российской ассоциации экспертов рынка ритейла, провели определенную работу с абхазскими предпринимателями, где были выявлены наиболее важные темы. Темы, по которым они хотели бы получить дополнительные знания. И вот, выбрав 3 направления, сегодня эксперты читают курсы именно по 3 основным направлениям. Также очень важно отметить, что Торгово-промышленная палата не в первый год проводит подобные образовательные тренинги, и они для наших предпринимателей совершенно бесплатно, что тоже очень важно. А также нужно отметить, что предприниматели проявляют большой интерес. Уже существует у нас определенный опыт в этом направлении, в организации таких образовательных курсов. И они, конечно же, интересуются, так как сегодня, мы все знаем, да, очень важно шагать в ногу со временем, как-то совершенствоваться для того, чтобы развивать бизнес, быстро меняться и так далее. Наши предприниматели очень охотно принимают участие в таких бизнес-тренингах. Тренинг был однодневный и прошел в открытом формате на бесплатной основе и стал отличной возможностью для абхазских предпринимателей получить новые знания. Ведь приобретенные здесь навыки помогут им в развитии своего бизнеса и повышении эффективности продаж. Лаура Капш, Рамо Камке, Абхазское телевидение.
Сейчас расскажем о погоде. В пятницу 20 сентября ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны осадки, гроза. Температура воздуха ночью 15-20, днем 21-26 градусов тепла. Температура морской воды плюс 26 градусов. На этом информационный выпуск Амшевшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.